Вопрос о принятии законопроекта о введении QR-кодов стал одним из самых обсуждаемых сегодня на сессии среди депутатов Госсовета. Здравоохранение задыхается. Так высказался приглашенный эксперт-инфекционист о ситуации в медучреждениях. Вакцинация, говорят врачи, поможет снизить заболеваемость и смертность. В вооруженных силах заболеваемость с прививкой в 108 раз меньше. Ну что еще надо-то? В обычных, где привитые, к нам поступают, в 30 раз меньше. Да, заболеваемость, возможно будет. Она снизится, конечно. Она, конечно, снизится. Даже не вопрос. Вот. А смертность действительно пойдет до каких-то там 0,0%. Люди все равно будут умирать. Потому что у них такие сложные заболевания, при которых действительно, может быть, там через 3 месяца умрет. А ковид заставил вот такая же болезнь, которая гробит людей с любым заболеванием, где задействована кровеносная система. С любым. Это и гипертония, это и сахарный диабет. Режим ЧП и локдаун – выходы из нынешней непростой ситуации по заболеваемости коронавирусом. Такое предложение прозвучало от представителя КПРФ Виктора Воробьева. Фракция выступает против введения QR-кодов. Впрочем, большинство парламентариев эту идею не поддержали. Да, есть много технических и спорных моментов. Например, как получить QR-код тем, у кого есть медицинский отвод, или как быть жителям отдаленных населенных пунктов, которым часто приходится выезжать в райцентр за лекарствами или продуктами. Депутаты договорились создать рабочую группу, оформить все предложения ко второму чтению в Госдуме. Единственная оформленная уже сейчас поправка от нашего региона о действии ПЦР-тестов наряду с QR-кодами.